дорогие друзья! Вы смотрите программу «Подворье» на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире и напоминаю вам, дорогие друзья, что вы можете стать участником нашей программы. Для этого нужно лишь написать нам. Адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на ваших экранах. Напишите, если вам есть чем поделиться. Возможно, вы хотите рассказать о том, как живут животные на вашем дачном участке. Может быть, у вас есть какие-то секреты по растениеводству. Пишите, звоните, мы обязательно приедем к вам и снимем про вас отдельный сюжет. Ну что, сегодня я нахожусь в необычном, возможно, месте для программы «Подворье». Обычно это дачные участки, приусадебное хозяйство. Сегодня я нахожусь в помещении. Ведь не у каждого есть возможность иметь дачный участок и выращивать на нем зелень, овощи, фрукты и так далее. Есть возможность это вырастить и вот в 4 стенах. Именно поэтому сегодня мы решили посетить одно замечательное место, где реально растут растения. И для этого рядом со мной находится руководитель всего этого процесса. Это Олег. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и немножечко расскажите нам такое введение, где мы находимся и чем же тут занимаются, и что здесь можно вырастить. Мы сейчас находимся, так сказать, в городской ферме, где можно вырастить микрозелень, зелень, наболевый лист, ну и все, что можно. То есть здесь все, что растет, можно вырастить. Все можно вырастить. Ну и давайте пройдем и посмотрим тот самый процесс, как выращивают зелень вот в таких условиях. Ну что, это, можно практически сказать, мини-лаборатория, да? Ну да, секретная лаборатория. Секретная лаборатория. Здесь выращивают микрозелень. Что же такое микрозелень и как вам вообще пришла идея по такому именно интересному процессу выращивания растений? Микрозелень – это ростки недельного срока роста. Очень полезные, очень вкусные, богатые витаминами, аминокислотами. Для здоровья советую, очень полезные. Так, идея? Ага, идея откуда пришла вам? Идея пришла в начале пандемии. Это был февраль прошлого года. Мы находились в гостях у друзей. В городе Москве были. И стали думать, чем заниматься, если что-то будет ухудшаться положение по коронавирусу. И пришла такая идея. То есть вы до этого видели на полках магазина вот такие боксы с микрозеленью или вообще не имели представления, что это такое? В том-то и дело, что не видели, не знали, шерстили интернет, что-то новенькое, и наткнулись на эту тему. Вот так. То есть условия пандемии людей привели к тому, что они стали заниматься не основным бизнесом, но еще вот таким вот интересным делом. Ну, тогда, Олег, можно, пожалуйста, поподробнее вообще вот для человека, опять же, вот как, допустим, каким вы были раньше, да, вы не знали, что это такое. Микрозелень, то есть это натуральный продукт или все-таки это... самый чистый продукт, потому что он выращивается без применения химии, пестицидов. И рост у него, вот для нашей зелени, это порядка 70 дней. То есть он даже не успевает что-то набрать за это время, потому что питается только из семени. То есть и какой ассортимент, что вы выращиваете здесь? Давайте пройдем посмотрим поближе. Здесь у нас, ну, сверху начнем, это горошек, всем известный. Мы можем поглядите. Вот так выглядит горошек. Горошек, хорошо. Это усатый горошек, очень вкусный. Это уже готовый к тому, чтобы вы срезали, или еще нет? Если использовать его в кафе, да, для украшения, для украшения. Вот такой размер самый удобный. Оптимально. А вот здесь мы видим это помельче, еще рано, да? это рано еще. Вот, это посмотрите. растет. Это скольки примерно дневный? Это будет готово через дня 4. Дня 4, то есть это вот 3-4 дня ему, да? Да. Хорошо. Так, горох мы выращиваем. Еще что мы выращиваем? Здесь у нас люцерна, которую все косили на полях. То есть это как этот сорняк, как вы Да, говорите, он как бы сорняк, но у него тоже очень полезный, у него много аминокислот, как и у подсолнуха. То есть для организма очень вкусный в такой стадии. Он растет без ничего, просто семечки, без подложки, без земли. То есть там вода? Да, семечки, вода и все. Просто на воде растет, обратите внимание. Ну, на питательном растворе. На питательном растворе.
Так, будет правильнее так сказать. Хорошо. Это у нас... Это редис фиолетовый санго сорт. Пробуйте лучше. Да, смотрите, я пробую его. Знаете, вот кажется, что редис можно употреблять только в том привычном виде, когда у нас вот есть прям плод, да. А вот обратите внимание, пробуем. Ну, вкус обыкновенной редиски. Угу. Еще. Это дайкон, как бы, японская редька. У нее вкус немножко другой, не такой острый, как у редиса. Ну, похоже, чем-то похож. Вкус Ну, дайкон многие знают, это вот такой белый, да? Да. Корнеплод. Вкус идентичен, просто вот. Точь-в-точь, я просто любитель таких вещей. Так, здесь у нас что? Здесь прорастает наш горошек, ему вчера мы выставили на свет, он только начал прорастать. А, это вот тот самый горох, который у нас будет вот в таком виде наверху, когда? И здесь тоже? Здесь тоже это фиолетовый редис. Редис. И дайкон. Вот. Это срок у нас стоит 25-е, то есть скоро будем срезать. Плюс 7 дней и срезаем. Угу. На этой полочке что у нас? Здесь другая система выращивания. Тут аэропоника. Вот можно посмотреть внизу. То есть внизу там корешки висят в воздухе, которые... Видно, да? Да. Так, Которая смотрите. без ничего. Просто на корне форсунок брызгается раствор, они свисают, всегда вкусные. Здесь у нас мицуна. Вот, Мицуна. Мицуна. Ага. Это острый, как бы острый приправа. Ага. Попробую. Так. А это капуста фиолетовая. Вот капуста фиолетовая. Это капуста. Я сегодня буду пробовать все. Так, и у нас, значит, есть два варианта выращивания микрозелени, да? Два способа. Мы используем два способа. Это вот здесь. Это Еще гидропоника. гидропоника. Сейчас можно показать, как она будет. Да, мы весь как процесс получается покажем, полив. да? То есть оттуда видно. Гидропоника, вот так. По времени включается полив. И пошла вода. Вот внизу, да? Пошел раствор. А, то есть водичка набивает весь вот этот поддон, да? Это Да, раствор, Это раствор питательный. питательный раствор. И, Снизу соответственно... отверстие. У каждого поддона есть снизу отверстие. Ага. На горохе видно, здесь лучше. А, вот. И, соответственно, отсюда оно получает все, что необходимо, все питательные вещества, правильно? Да. И сколько длится примерно такой процесс? То есть в течение всего дня это функционирует? Нет, полив идет. Сейчас жарко, мы используем 3 раза в сутки. Так, ну хорошо, у вас здесь все 3 раза в сутки работает автоматически. А если взять домашние условия? Домашние условия просто поливается стаканчиком. Из стаканчика поливаем, и Поливаем тоже можно стаканчиком. добиться такого результата. Тоже можно, все можно добиться. Поставить на подоконник, лишь бы не было очень жарко и очень сухо. Но если будет сухо, просто надо поливать чуть чаще. Хорошо, то есть, Растет на подоконнике не хуже этого. да, но только нельзя на солнце, да, потому что я вот видела вариации, не получалось у моих подруг выращивать, они Сгорают. заставили весь балкон, то есть, чтобы получить побольше, да, посочнее, ничего не получилось. И мы долго думали, что же там не то. Температура. Очень зависит температура, влажность. Поэтому, когда очень жарко, некоторые сгорают. У нас была недавно авария, да, кондиционер сломался. Начало теплых дней наших. И здесь была температура 37-38 градусов. Градусов жары. У нас погибла люцерна такая, сгорела. Горох испортился. А, ну то есть такое возможно, да? Да, то есть от температуры сильно зависит. Олег, ну давайте посмотрим вот все-таки, как проходит вообще весь процесс. Ну, допустим, на примере горошка, да? Вот мы взяли горох, далее, через сколько дней там он уже, Горох как он выглядит? замачивается на сутки в обычной воде с раствором перекиси. Не на сутки, на 6 часов. На 6 часов После замачиваем. 6 часов он сливается, раствор, и стоит ночь. Ночь стоит. Ночь стоит, потом на следующий день начинает его сеять. Вот это мы вчера вечером высыпали
лотки с ковриком, у него уже появляются корешки, если видно. А, то есть вот буквально за сутки, да, уже корешки пошли? Да. Уже пошли корешки. Так, затем... Дальше следующий уже у нас... Ну, вот это. А, вот этот уже процесс. Это уже на... В тени он стоит 3 дня где-то. Вот в таком виде, в стопке. Через 3 дня выставляем на свет. Это вот уже вчера мы выставили, сегодня он уже вот такой. А, вот эти вот зелененькое все появляется только после того, как поставишь на свет. А они не зеленые, когда в темноте они желтые. А когда поставится на свет, начинает стебли зеленеть. Все. И потом еще несколько дней. Дальше уже вот те крайние, нет, те вот эти маленькие, да? Да. Вот они. Вот через несколько дней уже вот такой результат. Бывают такие выскочки. И потом уже финальный результат, это вот то, что у нас готово, да? Да, это для кафе. Да, Если вот то, что кладется в миксы, побольше. Ага. У них и усики побольше. Так, ну а теперь вот про те самые подложечки. Как вообще они выглядят, из чего они состоят, и про тот самый раствор. Все-таки это Коврики. основа же, да? Коврики для выращивания. Вот мы используем джут льняной. Это обычный джут, который укладывается между венцами при строительстве. Но не пропитанный антипригарными составами. Можно использовать кокос, смесь кокоса с торфом и гидроперлитом. Но там все равно это земля. То есть, когда срезается, где-то попадает земля, лучше для нас использовать коврики. Вот такие лучше. Они более экологичные, более чистые. Хорошо. То есть Это мы его укладываем просто вот в этот поддон, Сейчас правильно? можем показать. Давайте. Покажем весь процесс. Олег, вы комментируете, рассказывайте, а я буду слушать. Коврики, лоточки. Сейчас еще один возьму. Было 4. Лотки можно использовать разные. Мы используем такие, как бы нам удобнее. Можно ягодные боксы использовать. Можно любую тару. Можно, вот даже мы используем обычные разносы для хранения пельменей. Где просверлено такие отверстия. Тоже очень хорошо. Тут у нас приготовлен раствор питательный с теми элементами, которые нужны. И проверяем. Должно быть ppm у нас от 500 до 600. Сейчас 570. В этот раствор что входит? Вода. Вода, соответственно. фосфор, калий, Фосфор, калий, магний. магний. Вот так вот, да? Ну, это все в пропорциях, В определенных, которые, да? да, потому что мы сдавали в лабораторию. Все чисто. То есть у нас все документы, декларации о соответствии, все есть. Все есть. Замачиваем коврики, слегка отжимаем. Складываем. Лишнее убираем. Так, то есть положили эти коврики со специальным раствором. Мои очки, Так. очки мои где? Так. Как выглядят у нас те самые семена? И вообще вопрос такой, можно ли из семян, которые продаются в магазинах, вот в пакетиках обыкновенные для высадки в грунт там и так далее, тоже вырастить вот благодаря этим Конечно, коврикам можно. дома? Можно, да? Можно. Разница в том, что мы покупаем семена проверенные, где схожесть порядка 98%. А, то есть у вас так, 99%. ага. А то, что продается в магазинах, как бы, мы, допустим, не уверены, что когда они были собраны, когда они
были упакованы. И мы пробовали поначалу их, ради интереса, порядка 60% схожести. Ну, теоретически для начала можно попробовать. Попробовать, да, попробовать можно. Семена. Проблем нет. Вот семена. Это семена дайкона. Вот так вот. Ну, меленькие, хорошие семена такие, да? Так, и мы туда их в каком примерно соотношении-то? Густо надо или нет? Все по весу делается. А, То еще есть по весу? Сюда уходит порядка 6,5 грамм. Ну, можно и больше, можно и меньше. 6,7, да? Пускай будет 6,7 грамм. Для удобства рамочку сделали. Вот такой незамысловатый процесс, да? Мне кажется, так могут сделать многие. Это все просто и быстро. И да, рассыпали. Следующее. Сейчас потом поправим. 6,4. Лучше сеять в серединке поменьше, по краям поплотнее. Потому что при росте средние растения боковыми забиваются. Все понятно. То есть лучше вокруг. Да, лучше с краев побольше. В крайне они могут в сторону уйти, а с середины деваться некуда, они остаются. Опять же, если остаются, вентиляция нужна. Вот как у нас стоит вентилятор, дует, воздух гоняет, чтобы воздух не застаивался между листьями. А самый главный, допустим, нюанс при выращивании микрозелени, это что? Возможно, какие-то паразиты заводятся, нет, или что? Чего нужно бояться больше всего? Плесень. Здесь плесень. Плесень, потом летом мушка. Маленькая. Да. Она при большой влажности и большой температуре откладывает личинки в ковриках. В общем, все равно нужно чем-то будет обрабатывать, да? Да, мы обрабатываем биологическими строениями. Специальными средствами, да? Да. То есть все это биологическое, без всякой химии, без ничего. Итак, мы вот так разложили. Дальше увлажняем. Сейчас я покажу, как. Убираем. Это тоже раствор? Тот же самый раствор, который мы замачивали в коврике. Единственный плюс мы добавляем или триходермин, триходцин, или добавляем, все знают, дачники все знают. Да. Это бактерии, которые не дают размножаться плохим бактериям. Вот фитоспорин, он как бы на коврике сверху, а триходермин, он внутри к корням пристает и не дает плохим бактериям на корне. Опрыскиваем. Обильненько тогда. И затем Вставляем стопочку. и Прикрываем еще одним. крышечкой, да? Специально. Да. Точно такой же. Можно с отверстием, можно без. Разницы. И отправляем, Пишем дату сегодняшнюю. чтобы знать, что через 7 дней нужно, чтобы да? контролировать седьмой. И так делаем. И отправляем в темное место, правильно? Ну, мы ставим на полку, на свободное место, где у нас есть. Да. Ставим и пригружаем. Придавить нужно грудь. Пригружать нужно обязательно, потому что семена могут друг друга поднимать. И те семена, которые посильнее, они поднимут семена соседние. И которые подняты семена могут Алика, что находится по левую руку от вас? Вот мне кажется, нужно поближе снять, и многие телезрители поймут, что это. Это подсолнух обычно. подсолнух обычный. То есть мы выращиваем те самые ростки, правильно? И употребляем их в пищу тоже?
Попробуйте, очень вкусно. Да? Попробуем. Гляньте. Прорастает подсолнух довольно быстро. Его также замачивают. Мгм. Замачивают тоже часов на 6. Сливают на следующий день с утра, или, допустим, уже сеем. Мгм. Здесь мы сеем на коврик. В коврике можно даже использовать ватин. Обычный ватин, который еще продается в магазине. А, в магазине. Да, Тот самый вот здесь вот мы Давайте покажем, да? покажем. Тут выращивается без подложки, только одни семена. Тут другая система полива. Вот одни семена. Через 2 дня у них корни уже сплетутся в коврик и будет как одно целое. Поливается таким способом каждый час 15-20 секунд. Происходит. А здесь мы поливаем его 3 раза в день. 3 раза в день, а здесь по... Здесь каждый час по 15-20 секунд. А, то есть любит водичку, да? Ну да. Больше надо, да? Больше всего воду любит горох и подсолнух. Горох и подсолнух. И вот вы сами уже, наверное, употребляете, да? Эту микрозелень давно, постоянно, давно, да? да. То есть это не только салаты, украшения, декор, да? Но вы, наверное, вот так подходите и срываете, как с грядки, Ну, в да? процессе. То есть ходите, вот так кушаете? Да, даже можно не обедать. Можно не обед. Ну что, спасибо большое, Олег, что посвятили нас в этот мир микрозелени. Ну, мы надеемся, что скоро у многих людей, у наших телезрителей появится вот такая домашняя грядка на окошке. Не забывайте, пожалуйста, что нужно соблюдать температурный режим, обязательно влажность, вентилятор. И пробуйте, а почему нет? Возможно, у вас получится вырастить вот примерно такие же мини-грядки у себя в домашних условиях. Правильно, Олег? Правильно, потому что было желание, хорошее настроение. Да. И еще, как говорят, надо разговаривать с ними, Да, песни да, петь, да. да? То есть вы, наверное, здесь Ну, такой... песню, я как-то думаю, что классику включать сильно урожай не увеличится. Да-да-да. Ну, говорят, да. Ну, все же, да. Ну что, дорогие друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Мы не прощаемся с вами. Мы увидимся с вами завтра в это же время на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Хотелось бы напомнить вам, что мы ждем вас. Если вы хотите стать героем нашей программы, свяжитесь с нами, пишите, звоните. Мы обязательно ответим вам. Ну и, конечно, если вдруг вас интересуют вопросы по поводу микрозелени, вы также можете написать на наш WhatsApp номер, и мы обязательно свяжемся с Олегом, и Олег любезно ответит нам на все вопросы. Правильно? Ну что, и еще хотелось бы, дорогие друзья, напомнить о нашем конкурсе, который стартовал совсем недавно, и будет длиться он до осени. «Моя банька лучше всех». Если вы считаете, что ваша баня уникальна, или, возможно, в ней есть какие-то определенные фишки, пишите, также звоните, мы приедем, отснимем сюжет про вашу баню, и, возможно, вы станете счастливым обладателем суперприза, а какого узнаем этой осенью. На этом время нашего эфира подходит к концу. Увидимся, до новых встреч. Старайтесь, любите, творите и созидайте. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Bum 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 bum.